«Береги платье снова, честь молоду». Это русская народная пословица стала эпиграфом к повести Александра Сергеевича Пушкина «Капитанская дочка». Буквально на днях 6 июня, в честь дня рождения великого поэта и 125-летия русского театра, состоится премьера спектакля «Капитанская дочка» в постановке самого Андрея Савича Борисова. Первые постановки по произведениям Александра Пушкина русский театр ставил еще в XIX веке. Дубровский, Моцарт и Сальери, «Каменный гость», «Маленькие трагедии», «Скупой рыцарь» и «Пир во время чумы». Но одно из самых известных произведений Пушкина, наряду с Евгением Онегиным, повесть «Капитанская дочка», на сцене русского театра ставится впервые. Жанровая такая вот трактовка, например, писателя, произведение повести или даже называет романом, «Капитанскую дочку» называет романом, посредством театра оно может куда больше иметь, скажем, такого как резонанса душевного, интеллектуального, духовного для зрителей, для слушателей, чем просто читать. Главную роль Маши Мироновой в спектакле играет одна из самых молодых актрис театра Екатерина Зорина. Ее героиня, по ее мнению, является традиционным воплощением образа женственности эпохи классицизма, сродни Татьяны Лариной, девушки скромной, лиричной. Но, пожалуй, при этом, в отличие от классических молодых героинь в произведениях Пушкина, героиня Маши Мироновой переживает период развития, превратившись из простой и наивной дочери капитана в девушку смелую и решительную. То есть из скромной, милой девушки она превращается в очень сильного человека, пройдя много трудностей, потому что представить, что подойти к императрице и попросить помилования не каждый сможет, не каждый мужчина, не каждая женщина, а тут девушка. Также вот в плену у Швабрина, у казаков. Тоже очень сильные трагические моменты, которые надо было пережить. И я думаю, мне посчастливилось, что я ее играю. В постановке задействована вся труппа русского театра. Репетиции начались всего месяц назад. И режиссеру, и актерам каждая секунда дорога. Сложно в театре, тем более за такое короткое время, попытаться освоить саму всю философию, характер, образы, развитие характера, который дает Пушкин. Это, я скажу так, это бездонный кладезь, бездонный кладезь. Поэтому в этом сложность. И в этом же и интерес. Государыня избавляет его от казни. Избавляет его от позорной казни. И повелела только сослать в отдаленный край Сибири на вечное поселение. Что от этого мне легче, да? Вот это добавить. Добавить поселение? Да. Я думаю, никто из постановщиков не ожидал, что такой будет большой спектакль. Мы рассчитывали, ну, скажем, там, 30-40, что у нас будет персонажей, оказалось гораздо больше. И потом этот спектакль относится к жанру так называемых исторических костюмированных спектаклей. А как раз, когда костюмированные спектакли, то они повышенной сложности костюм получается. Они требуют определенного времени. И, конечно, в такие экстремальные сроки там... Всем костюмы одевать. Накладки могли бы быть. Но мы постарались сделать все-таки костюмы максимально точными, историческими. Уже мы находимся внутри. И, что интересно, публика очень любит такого рода спектакли. В такие сжатые сроки им необходимо не просто выучить всю пьесу от и до, но и запомнить каждую деталь. Актеры признаются, что репетировать приходится не только с утра до позднего вечера в стенах родного театра, но и дома перед зеркалом. Сказать, что это тяжело, конечно, ничего не сказать, но в конце концов актер – это не просто человек, который должен следовать только указке режиссера, это человек со своей головой на плечах, который должен самостоятельно дома прорабатывать роль. И так и получилось, что из-за того, что такие сжатые сроки, каждый актер занимается собой дома. Сошлись звезды. Так можно охарактеризовать тот факт, что 125-летний юбилей русского театра совпал с юбилеем Александра Пушкина, с премьерой постановки «Капитанской дочки» на сцене театра и с тем, что театр впервые ставит такое масштабное произведение Пушкина у себя на сцене. И в-пятых, главной изюминкой спектакля – это появление образа самого Александра Пушкина в исполнении артиста Степана Федоренко. В этом есть нечто мистическое, считает режиссер Андрей Борисов. Появление Пушкина на сцене предварено рисунком 1999 года к 200-летию писателя, который был сделан театральным художником Геннадием Сотниковым. Как сделать, чтобы попытаться максимально
звучало слово Пушкина, текст максимально был представлен, то я еще не мог как бы догадаться о простой вещи, что на сцене нужен Пушкин сам, в исполнении актера. И вот мы находим в архивах Русского театра вот рисунок Сотникова. Он подсказал, говорит. А, кстати, если внимательно посмотрите, то он очень похож на Степана Федоренко. В истории Русского театра это уже 8-й совместный спектакль с Андреем Борисовым. Все предыдущие работы были тепло встречены зрителям, а последняя совместная работа «Созвездие Марии» так и вовсе имела грандиозный успех не только в Якутске, но и в Москве и Санкт-Петербурге. Возможно, и спектакль «Капитанская дочка» ждет не меньший успех, ведь все билеты уже давно распроданы, и премьера состоится 6 июня, в день рождения Александра Пушкина. Ведь «Капитанская дочка» изначально материал, он на все времена ведь всегда был этот вопрос, всегда было вот это противостояние. И сейчас это же ведь не новость, то что всегда есть государственная власть, есть вот эта вот вольность, вот это, да, не в смысле вседозволенность, нет, ничего подобного, она именно рождается тогда, когда, скажем так, власть не слышит народ. Изучать надо, понимать обязательно. И вот чтобы не было этого, читайте, учитесь, приходите к нам на спектакль. И я думаю, это что каждый для себя что-то найдет, что-то возьмет и задумается. Самое главное, может, наши чиновники задумаются. Потому что 17-й год близко, а он у нас нарицательный. Надежда Ефимова, Николай Необутов, ЕСЯ.